лесах Коми тем временем зафиксировано уже 4 лесных пожара. 1 в Усть-Куломском районе и 3 на территории Княж-Погосского. 2 недалеко от поселка Кылтово, еще 1 примерно в 3,5 километрах от села Серегово. Возгорание обнаружил летчик-наблюдатель Коми лесопожарного центра во время авиапатрулирования. Специалисты Минприроды предполагают, что возгорания произошли по вине местного населения. Почему, расскажет Анастасия Тюрнина. Первый пожар в Коми зафиксирован 15 мая в Усть-Куломском лесничестве. Сгорело более 3000 квадратных метров. Пожар успешно ликвидирован. 3 лесных пожара в Княж-Погосском районе по дороге на Кылтово во время мониторинга были обнаружены накануне. 2 из них небольшие. Видимо, огонь не успел перейти линию электропередач. И место еще достаточно влажное. А вот 3-й участок приличный. Сгорело по предварительным подсчетам 24 гектара. Теперь специалисты выясняют, сколько из лесного фонда. Причина поджога, как мне кажется, это человеческий фактор, потому что ни грозовых вчера фронтов на том месте не было, и все 3 пожара по одной дороге. То есть либо кто-то проезжал на автомобиле, бросил незатушенный окурок, либо целенаправленно поджигал. Все 3 пожара находятся в 5-километровой зоне. Все на сегодняшний день все пожары ликвидированы, все закрыты, угроз населенным пунктам, ни объектам экономики нет. Синоптики прогнозируют жаркое лето, поэтому специалисты Минприроды мониторят ситуацию усиленно. Информацию берут из разных источников. Пока основания вводить противопожарный режим в Коми нет. К выходным ожидается незначительное похолодание. Впрочем, регион к горячему сезону уже готов, рассказывает руководитель ведомства Екатерина Киселевич. Мы признаны готовыми. Была неплановая проверка, организована со стороны Федерального агентства лесного хозяйства. Силами Департамента лесного хозяйства по СЗФО проводилось 10 дней. Проверили все лесопожарные станции, авиаотделение, всю технику, документацию. Мы готовы. Все противопожарные структуры и лесные хозяйства региона начеку. Потому руководители лесничеств сегодня впервые за несколько лет собрались в столице Коми. Каждый готов доложить о ситуации и готовности в своем ведении. Только под присмотром Помоздинского лесничества 680 гектаров лесных угодий. Есть места весьма пожароопасные. Это Верхневычегодские беломошники, старые вырубки. Их немало. Были проведены проверки арендаторов. Наличие, что по нормативу им положено, все имеется. Если будут, конечно, если увеличится количество пожаров и большие будут пожары, то, конечно, тут без людских резервов не обойтись. И главное, чтобы была взаимосвязь всеми командами, которые обязаны заниматься тушением лесного пожара. Распоряжением правительства Коми в марте утвержден перечень из 240 населенных пунктов на территории Коми, которые подвержены угрозе лесных пожаров. Из них 196 прилегают к землям лесного фонда. А до 20 мая наиболее сильно подвержены угрозе пожаров Прилузский, Кайгородский, Сысольский, Карткеросский, Усть-Вымский районы и Сыктывкар. Поэтому усилено межведомственное взаимодействие, налажена работа с добровольными дружинами и с муниципалитетами. Но все же есть еще над чем поработать, говорят участники совещания. У нас по-прежнему не закончена с вами работа, которая, вне всякого сомнения, зависит от администрации муниципальных образований, которые находятся на территории вашего земель лесного фонда. Это определение местоположения и необходимых к проведению объемов работ по созданию противопожарных разрывов, которые бы защищали населенные пункты, подверженные угрозе. Личный состав подготовлен и обучен. В регионе работает 10 летчиков-наблюдателей. На подходе еще 4. В рамках федерального проекта «Экология» лесопожарным центром были закуплены 2 автобуса, автоцистерна, снегоход. Процент укомплектованности каждый год повышается. Все для того, чтобы реагировать на местах оперативно и слаженно. Чтобы горячий сезон в Коми прошел спокойно. Анастасия Тюрнина, Олег Жуковский, телеканал «Юрган».